Первый номер в 2019 году известного в Европе журнала «Взгляд на Азию» был посвящен Восточному Туркестану. Темой статьи стало нынешнее положение уйгуров и репрессии, проводимые коммунистами. Автор статьи, преподаватель университета Ньюкасл профессор Джоанна Смит, подробно осветила вопрос Восточного Туркестана, а также провела анализ китайской политики. После появления сообщений о том, что пакистанских девушек и женщин перевозят в Китай, китайские и пакистанские торговцы людьми были задержаны пакистанскими полицейскими. Директор китайского отдела организации по мониторингу прав человека Софи Ричардсон издала статью о торговле людьми, в которой призвала Исламабад обратить внимание на данный вопрос. Ранее один из пакистанских телеканалов сообщал, что в прошлом году было задержано 6 пакистанских женщин, в том числе и 13-летняя девочка, которых под видом невест пытались вывезти в Китай. Среди 19 стран с крупнейшей экономикой, чьи представители находятся на саммите двадцатки в Японии, присутствует и лидер Китайской Народной Республики. Одновременно с саммитом в Осаке прошел масштабный протест против репрессий и ассимиляции, проводимых китайскими властями. В акциях приняли участие представители Восточного Туркестана, Гонконга, Монголии и Тайваня. С другой стороны, в Тайване протестующие собрались у здания парламента и провели митинг против закона об экстрадиции. Митингующие в Осаке призвали лидеров стран-участниц саммита поддержать их. Премьер-министр Филиппин Родриго Дутерте пригрозил арестом обвинившей его оппозиции, которая готовится подать иск в Верховный суд. Дутерте обвиняют в халатности по отношению к делу о затонувшем в Южно-Китайском море филиппинском судне, которое столкнулось с китайским кораблем. Оценивший происшествие как простое столкновение, Дутерте заявил, что не боится никаких обвинений. Иран пожаловался в Совет Безопасности ООН на нарушение американскими беспилотниками воздушного пространства Ирана. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы отдела по правовым и международным вопросам Голям Хусейн Дехгани. Американская сторона утверждает, что беспилотник не вошел в наше воздушное пространство, что, конечно, никогда не сможет доказать такую претензию, поскольку беспилотник после его уничтожения упал в иранских территориальных водах, пояснил он. Дехгани, который также оценил жалобу Ирана в Международный суд, осудил США за санкции в отношении иранских лекарств и продуктов питания.